понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, самое крымское в мире радио Крым Реалии снова с вами на частоте 549 кГц, а на нашем сайте можно нас не только послушать, но и на нас посмотреть. Вот сегодня в студии Сергей Макрушин. Напоминаю, что теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и 19:30 и в 8:35 и 18:30 по киевскому времени. Поехали. Тема дня. Сегодня мы говорим о российско-турецких отношениях и о том, какие отношения есть сейчас у Турции с Крымом, потому что нам говорят о том, что возобновлено паромное сообщение с Турцией. Означает ли это неэффективность санкций для турецких судовладельцев? Почему власть Турции игнорирует сообщение с Крымом, российский статус которого она не признает? Так ли сильно нуждается Крым в сообщении с Турцией? Об этом поговорим после того, как послушаем репортаж. Репортаж. Паромное движение между Турцией и Севастополем возобновилось после перерыва в 10 месяцев. Директор предприятия «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов говорит, что маршрут будет еженедельным. Мы открываем паромную линию Севастополь-Зонгулдак, Турция. Данный маршрут имеет большое значение для крымского региона. Мы будем поставлять по короткому маршруту плодовочную продукцию, даже товары народного потребления в Севастополь и Крым. Паром курсировал и раньше, но перед Турцией заходил в Новороссийск, чтобы оформить документы. Анкара под страхом санкций с крымскими документами не работает. Теперь все изменилось. Об этом в Фейсбуке написал экс-вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма, депутат Госдумы России Руслан Бальбек. Цитируем. «Варяг совершил первый рейс напрямую из Севастополя в Зонгулдак с документами, оформленными в Крыму. Турецкая сторона приняла их и обеспечила весь необходимый сервис. Что же это, как не брешь в санкционной блокаде? Турецкий чиновник принимает на оформление документы, заполненные в Крыму, территорию, которая не признает его правительство. Разве это не доказательство того, что крымско-турецкий участок санкционной обороны оказался обрушенным?» В июне 2014-го Украина закрыла морские порты на территории оккупированного Крыма и сообщила об этом международным организациям. В прошлом году российские власти неоднократно заявляли о том, что возобновили паромную переправу между Севастополем и Турцией. Сообщение прекратилось по указу президента России после сбитого российского военного самолета и осложнения двухсторонних отношений. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Репортаж. Ну и вот информация по теме разговора. Я напоминаю, что тема разговора у нас сегодня возобновление паромного сообщения с Турцией. И нам говорят о том, что первые товары турецкие поступили в Крым. О том, как это вообще соотносится с тем, что Крым под санкциями. Вот к этой теме информация. Приморский районный суд Одессы арестовал по специальной процедуре турецкий паром «Варяг», который возил и продолжает возить товары в оккупированный Крым. Соответствующее постановление от 1 ноября опубликовано на сайте Государственного реестра судебных решений. Паромом управляет компания из Санкт-Петербурга. Экипаж судна осуществляет поставки в Крым постоянно, не согласовывая это с украинской стороной. За групповое нарушение правил въезда на оккупированную территорию в случае въезда на подконтрольные входа судна на подконтрольные Украине территории паром и его команду арестуют. Давайте послушаем комментарий народного депутата Украины, уполномоченного президента по делам крымско-татарского народа Мустафы Джемилева по этому поводу. Точка зрения. Мы категорически против этого. Мы говорили и с послом здесь, и на встрече с министром иностранных дел. Те открещиваются, говорят, это не решение правительства, такого договора нет, что это. И наш посол в Анкаре тоже говорит, тоже он встречался, ему тоже самое говорят, что такого государственного решения нет, но они просто не предпринимают меры для того, чтобы прекратить это безобразие, которое делается частными какими-то компаниями. Насколько мне известно, что недавно там в порту Одессы арестовали какой-то паром или какое-то судно, которое курсировало между Зонгулдаком и Севастополем. Я думаю, это правильная мера, и мы будем предпринимать соответствующие меры против тех, кто нарушает наши территориальные воды. В ближайшее время, во всяком случае, так говорит министр иностранных дел Турции,
нас будет встреча с премьер-министром, там будем обговаривать эти вопросы. И если все-таки государство, оно не санкционировано государством, то мы будем просить, чтобы они предприняли соответствующие меры. Точка зрения. Это был комментарий Мустафы Джемилева. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 810 06 926. Повторю, 8 810 06 926. Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите трансляции эфиров. Крымчане говорят. Люди в Крыму стали более замкнутыми. Довольных, наверное, в Крыму нет. Жизнь крымская, она ухудшилась резко. Довольным тут быть нечего. Прекратили выплату в связи с тем, что я не имею российского паспорта. Надо отдельный закон, чтобы мы не были преступниками, когда поедем в Украину. Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день, по сию минуту. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии. Говорим мы сегодня о крымско-турецких отношениях, скажем так. И с нами на связи турецкий политолог Архан Гафарлы. Архан, доброе утро. Доброе утро. Да, то, что мы вот обсуждаем, ну, это далеко не первая история о том, как турецкий бизнес фактически работает в Крыму, работает с Крымом, в то время как официально Турция вот его нынешний статус не признает. Вот как так получается? Ну, вы знаете, официально я не знаю, кто в Турции занимается Крымом. Раньше были такие разные провокации со стороны России. Показывали вроде бы, что турецкие инвесторы делают инвестиции в Украину. Но потом выяснилось, что там ничего такого не было. Сами турки, русские предлагали туркам кредиты, чтобы они приходили. Но как бы есть очень много информации, поэтому точно знать невозможно, что происходит. Но официально Турция поддерживает территориальную целостность Украины. И по-теоретически она не должна вести это, как бы, экономические отношения, торговые отношения с Крымом. А тот паром, который вчера вышел или позавчера вышел, сегодня должен был быть в Турции, но точно не знаем, этого парома приняли в Турции. Ну, у него нетипичное для турецкого парома название «Варяг». Да. «Варяг». Я не понял, еще раз. Ну, я говорю о том, что название парома, в принципе, для турецкого парома, наверное, нетипично. Это не совсем турецкое слово «варяг». А вот зачем... Смотрите, вот какая история. Когда каждый раз, когда у Крыму получается провести какие-то товары из Турции в обход санкций, об этом сообщается очень широко. И когда был рейс якобы Симферополь-Стамбул, если я не ошибаюсь, который был через Анапу, тоже освещалось это очень широко. Как вы думаете, вот зачем России в информационном пространстве вот присутствие такой информации о том, что именно с Турцией? Русское правительство в Крыму делает и Крыму, и в самом правительстве в России, и международным делает такую пропаганду. Вроде бы они скрывают блокаду в Крыме. Крым все развивается, есть экономические торговые отношения даже с Турцией. Они специально так показывают, чтобы вот успокоить изнутри и внешне вести такую пропаганду, игнорировать как бы также раз Украину. И в реальности это так, я думаю, что в реальности это не так, потому что то, что произошло с Украиной, это Турция все очень хорошо понимает. И когда поднимается решение, то официальное заявление идет по поводу, что мы признаем территориальную целостность. Ну, если какие-то чиновники стараются что-то делать с Крымом через российский бизнес, они ставят себя под ударом, потому что официальная позиция такая, и они в реальности портят отношения с Украиной и Турцией, эти чиновники или какие-то там бизнесмены. А этот пункт, который ездил через Украину, Крым, через Россию, новороссийским, как бы, выходила оттуда, потом Крым, потом Турция приходила. Хотя Турция не делала, что паром идет из Крыма. Но вот последняя, вот эта провокация с российской стороны,
Мы точно не знаем, реально, этот корабль паром вышел. Архан, да, и последний вопрос. Ну, мы все понимаем, что отношения между Россией и Турцией, они могут меняться. И недавно мы были свидетелями этому. И даже вот когда отношения были не очень хорошими, скажем так, в Крыму даже собирались переименовать улицу Турецкую, чтобы не было такой улицы в Симферополе, вот когда отношения между странами были напряженными. Как в Турции это все воспринимается, и как вы думаете, что будет, если снова какие-то изменения будут в отношениях между государствами России и Турции? Знаете, Турция вообще-то это как бы общественное мнение, вот это не обсуждается. Узкие круги, которые занимаются российско-турецкими отношениями, российско-украинскими отношениями, следят за процессом. Но я опять тоже говорю, вот есть такие бизнесмены, даже в Абхазии тоже видят отношения, экономические отношения с Турцией. Но официально все-таки Турция признает экономическое с Грузией. И сейчас мы Крымом видим вот такой инцидент. И как бы это все-таки не позиция официальной правительства Турции. Спасибо. Понятно. Да, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был турецкий политолог Архан Гафарлы. Я напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. Это номер телефона нашего прямого эфира для крымчан. Звонки бесплатные. И к нашему разговору присоединяется заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, доброе утро. Вот вам вопрос. Как так получается, что Турция не признает, да, оккупированный Крым, но бизнес каким-то образом продолжает сообщаться? Либо вот, как высказал версию Архан Гафарлы, что это всего лишь такая пиар-завеса, что на самом деле это вот руками России все делается, а представляется как турецкий бизнес. Ну, даже если это руками России делается, то это и санкция, чтобы это делалось. Турецкая санкция. Турция находится в довольно сложном положении. Популярность Запада на критическом уровне в обществе, в политическом классе. С одной стороны, с другой стороны, Россия становится игроком. Вокруг Турции страны, в которых российское влияние довольно сильное. В Сирии, которая является основным внешнеполитическим вызовом, российские военные, которые имеют влияние на ход войны. И Турция находится в таких переговорных процессах постоянных с Российской Федерацией, с руководством в Кремле. Довольно частые встречи. Вот уже после сбитого самолета мы видели частые телефонные разговоры лидеров. Начальник Генштаба приезжал в Турцию, обмен информацией. И по многим вопросам там находятся какие-то решения, которые удовлетворяют, очевидно. Ну, понятно, что определенные рычаги у России есть. А есть ли они у Украины? Может ли Украина влиять на то, что происходит между Турцией и Крымом? Ну, хотя бы потому, что по международному законодательству Крым — это территория Украины. Я думаю, что для Турции такие уступки России, как возобновление торговли с Турция-Крым, либо уменьшение поддержки Меджлиса, либо уменьшение голоса, поддержку татар, разменная карта, если Украина будет настойчивее обращать внимание, делать видимыми эти факты, они будут как-то искать возможности для того, чтобы не привлекать к ним внимания. То есть какие-то рычаги влияния, я думаю, существуют, их надо использовать. Я напоминаю, что с нами на связи заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, ну не могу, конечно же, не спросить в свете того, чем заполнено информационное пространство сегодня, это выборы в Соединенных Штатах Америки. Вот как результаты выборов, которые пока еще окончательно не объявлены, как они могут сказаться на вот развитии ситуации и на санкционном режиме, в котором Крым находится в целом?
Ну, судя по тому, что говорил человек, который, возможно, станет при президенте Трампе ответственным за внешнюю политику, я не очень верю в то, что санкции будут сняты, либо произойдет какое-то признание этого вопиющего факта аннексии. Но то, что произойдет, это увеличение неопределенности. То есть, возможно, будут те решения и таким образом, которые раньше казались невозможными, либо абсурдными. Мы будем свидетелями мира, который стал более непрогнозируемым. А много ли зависит вот от результатов президентских выборов? Потому что, ну, есть достаточно серьезная система сдержек в демократическом устройстве, наверное, в любом, да? Здесь насколько будет велико влияние того, ну, каким будет исход этих выборов? Да, есть на влияние президента и его команды, особенно учитывая то, что большинство в обоих палатах принадлежит республиканцам, довольно велико. И нельзя недооценивать президента и офис вице-президента и госсекретаря на событиях. Потому что именно они, исполнительная власть, в их руках довольно много рычагов влияния. Так, ну раз мы на такой геополитический уровень уже в наших обсуждениях крымско-турецких отношений вышли, ну, необходимо, наверное, еще вспомнить о том, как развивается сейчас ситуация в Сирии и как она будет дальше развиваться вот в этой всей истории, потому что от этого тоже зависит то, какими будут отношения России и Турции, и насколько Турция будет готова каким-то образом присутствовать в Крыму. Если все пойдет так, как оно идет, то мы увидим, что усиливаются позиции Сирии, она будет Турции, турецкой клиентелы, то есть людей, которые из повстанческих групп, которые ориентированы непосредственно на турецкую помощь, на турецкие влияния. Консолидация этих групп, которые сейчас распределены между сотнями разных маленьких организаций, или средних, там, неважно, исламистских, суннитских, вот этот весь блок, он будет консолидироваться, влияние Турции будет увеличиваться. С стороны, во всяком случае, до конца каденции нынешнего президента, до 20 января, у России будут более-менее развязанные руки, и шиитские, поддержанные Россией, будет зачищать территорию, особенно на юге, в центре. То есть мы увидим, как из мозаичной картины в Ираке и в Сирии будет консолидация турецкая, асадовская, шиитская. Вот эти игроки, их влияние будет увеличиваться. Это все стимулируется, в частности, турецкими представлениями, которые откровенно высказывают президент и другие официальные лица Турции о том, что границы навязаны, Мосул и Алеппо должны входить в состав Турции, и желанием получить на севере Сирии и Ирака территории, во всяком случае, в значительной мере контролируемые из Анкары. Спасибо. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии. Мы сегодня говорили о развитии отношений Крыма и Турции. Действительно ли оно есть и какими могут быть они в дальнейшем и от каких факторов это зависит. Спасибо Сергею Данилову, который помог нам разобраться. Это заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Также у нас сегодня в эфире прозвучало мнение турецкого политолога Архана Гафарлы и уполномоченного президента по делам крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, народного депутата Украины. Еще такая информация. Возобновление паромного сообщения с Турцией привело к серьезному падению цен на цитрусовые в Севастополе. Об этом со ссылкой на депутата Государственной Думы России, так называемого депутата, потому что ряд стран не признал выборы
выборы в Госдуму в Крыму. От Севастополя Дмитрия Белика сообщают РИА Новости. Белик отметил, что первым рейсом парома в Севастополь привезены десятки тонн фруктов, в основном это апельсины, мандарины и прочие цитрусовые, а также стройматериалы. И тут цитата: «Фрукты уже попали на рынок, фактически мы видим 40-50% падения цен», подчеркнул он. Ну так это или нет, вы, конечно же, всегда можете сообщить самому крымскому в мире радио «Крым Реалии». Я напоминаю, наш номер телефона 8 800 10 06 926. Это если вы попали на нас в прямом эфире. Когда нас в прямом эфире нет, пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы. Мы всегда онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Там наши материалы, новости, много другого контента. С вами был Сергей Макрушин. Слушайте сегодня нашу вечернюю программу в 18:30. Напоминаю, что теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и 19:30, и в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Встречаемся, как обычно, на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Услышимся. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.